А, Добрый день. Меня зовут Эльвира. Я юристка, и сегодня я буду рассказывать про право на мирные собрания. Это еще называются митинги или публичные мероприятия, которые проводятся для того, чтобы выразить свой какой-то взгляд или мнение, или критику, да, в основном. А, Вообще, что такое публичное мероприятие? А, Понятие в законодательстве Кыргызской Республики публичного мероприятия как таковой нету. Есть только, что такое собрание и что такое мирное собрание, параллельные собрания или контрсобрание. Ну, собрание — это преднамеренное или временное пребывание людей в открытых общественных пространствах с целью привлечения внимания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, либо для привлечения общественного внимания, а, и также для того, чтобы выражать свои взгляды и мнения по каким-то либо вопросам. Мирное собрание, согласно закону Кыргызской Республики о мирных собраниях, это а, собрание, которое по своему характеру является ненасильственным и невооруженным. А, Например, это может быть собрание, например, те же пикеты, например, определенного количества людей, либо какие-то флешмобы, акции, либо даже вот сейчас очень актуально, очень часто люди делают забеги, люди делают, например, другие разного рода какие-то акции для того, чтобы привлекать общественное внимание, да, по каким-то вопросам. А, Если смотреть на право на мирные собрания, то право на мирные собрания вообще регламентируется еще ну, есть вообще всеобщая декларация прав человека, что каждый человек имеет право на мирные собрания и ассоциации, и также в Международном пакте о гражданских и политических правах. А, Международный пакт о гражданских и политических правах говорит о том, что признается во всех государствах, которые принимают пакт, признается право на мирные собрания, также пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, если только эти ограничения налагаются законами, и они необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, либо общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, или необходимо для защиты прав и свобод других лиц. Это статья 21, и так как мы вообще присоединились давно, ратифицировали Международный пакт, и наша Конституция и законы в соответствии должны быть, не должны противоречить Международному пакту. Также а, право на мирные собрания и право на ассоциации декларируются еще в других международных документах. Это, например, Конвенция о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка говорится, что все дети, ребенок имеет право на ассоциацию и мирные собрания, участвовать в мирных собраниях. Также, например, в той же Конвенции по предотвращению дискриминации в отношении женщин говорится, что женщины имеют право объединяться, и также они имеют право, например, выражать свои политические взгляды, участвовать, например, в решении политических вопросов. Это тоже немаловажно и тоже является предпосылкой на то, что женщины тоже имеют право на мирные собрания, как и другие граждане а, страны. Вообще есть принципы, а, международные такие стандарты, принципы, которым должны соответствовать проведение, вообще реализация права на мирных собраний. Это то, что по
есть вообще презумпция в пользу проведения собраний. Государство только в крайних случаях может ограничивать, а на самом деле он должен обеспечивать проведение гражданами собраний. То есть, например, очень часто бывает так, что ограничения, они необоснованные. Например, те же, когда говорят, что мы ограничиваем, например, проведение митингов на определенное время для того, чтобы, например, не нарушать там, не влиять плохо на имидж страны, это на самом деле является необоснованным. Либо очень часто органы местного самоуправления избирательно относятся и некоторым, например, гражданам, определенной группе гражданам не дают возможности, например, реализовать свое право. Такого не должно быть. Все органы внутренних дел, органы местного самоуправления должны только сделать все возможное для того, чтобы реализовать. Например, если эта акция либо другое собрание затронет, например, права других граждан, да, дороги будут перекрыты, и у граждан будут какие-то ограничения и неудобства, то в этом случае тоже власти должны помогать и регулировать такие тоже вопросы. Также обязанность государства защищать мирные собрания. Это есть еще и в законе о мирных собраниях, о том, что органы местного самоуправления и администрация, и органы внутренних дел обязаны защищать мирное собрание, регулировать, чтобы, если будет, например, контрсобрание, да, у которого, например, противоположная цель, или он, например, какие-то преследует другие цели, то в таком случае органы внутренних дел должны защищать, например, права граждан, которые, например, мирно собирались провести, и органы не должны, например, должны помешать, например, если будут какие-то столкновения, либо они должны как-то территорию делить и между, например, контрсобранием вставать. Таким образом, законность это означает, что вообще запреты, ограничения или обеспечение права на мирное собрание должно быть только на основании закона, Конституции Кыргызской Республики, да, и невозможно, например, ограничить, запретить проведение мирного собрания только на том основании, на основании решения, например, органа местного самоуправления. Соразмерность это больше, наверное, тоже входит именно вопросы запрета и ограничения на ограничение права проведения мирного собрания. Всегда даже суд, когда рассматривает ограничения, запреты, они должны смотреть на обоснованность и соразмерность. Вот, например, невозможно ограничить например, проведение митинга тем, что этот митинг или митинги будут мешать и, например, гражданам, жителям столицы, либо гостям столицы, да, это уже несоразмерно является. И не дискриминационность, это означает, что все граждане Кыргызской Республики, вне зависимости от пола, расы, этнической принадлежности и социальной, там, к какой социальной группе они относятся или какой ключевой группой они являются, они все имеют право мирно собираться и выражать свое мнение и по определенным вопросам и привлекать общественное внимание. Ну, этот принцип на самом деле сильно нарушается. Вот, например, это является примером того же марша 8 марта, когда
просто сорвали мирный митинг, марш, который проводили женщины, да. Так. Также, согласно Конституции, не подлежат никаким ограничениям, гарантии запрета на принуждение к выражению мнения, религиозных и иных убеждений или отказа от них к участию в мирных собраниях и к участию в мирных собраниях. Это означает, что никто не имеет права принуждать вас, например, придерживаться определенных взглядов или отказываться, да, а, а, либо, например, никто не может, например, вас принуждать участвовать в мирном собрании. Не подлежат никакому ограничению права на свободу мысли и мнения. Это тоже почти, она на самом деле очень сильно взаимосвязана именно с правом проведения мирного собрания или участия в мирном собрании, так как именно через мирные собрания, через проведение вы, например, выражаете свое какое-то мнение, и это тоже является вашим абсолютно таким естественным человеческим правом. Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Кыргызской республике. Это означает, что если вы, например, никто не может, например, вас ограничивать, потому что вы, например, здесь не проживаете, и вы, например, и не можете, например, участвовать или проводить мирные собрания. Это тоже является таким взаимосвязанным. И каждый имеет право на свободу мысли и мнения, право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Но это тоже сейчас, например, также вы можете, например, без проблем, если проводится мирное собрание, транслировать это, в этом мирном собрании говорить, выражать свои взгляды и мнения. Так, у меня что-то здесь остановилось. Вот. Статья 34 Конституции Кыргызской Республики говорит о том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, и никто не может быть принужден к участию в собрании. Это основополагающее право, которое дает всем гражданам Кыргызской Республики или вообще людям, которые проживают в Кыргызской Республике, участвовать в мирных собраниях или проводить, организовывать. Также дальше идет именно вопросы, касающиеся очень важных, которые всегда являются вопросом, потому что при, например, уведомлении, либо неуведомлении, например, когда, например, даже при проведении мирных собраний организаторы, если не уведомили органы местного самоуправления, то то возникают вопросы, там органы местного самоуправления стараются, например, ограничить и говорить, что нельзя проводить, но Конституция говорит о том, что в целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать уведомление в органы власти, то есть это ваше право, которым вы можете воспользоваться, или вы можете, в принципе, не пользоваться, да. Наверное, уведомление это больше для органов местного самоуправления, для того, чтобы они обеспечили вам на должном уровне проведения и, например, помогли вам, например, с безопасностью или, например, установлением техники и так далее, да, то есть это больше не для участников и организаторов мирного собрания, это уведомление больше, по идее, должна помогать именно органам местного самоуправления и органам внутренних дел. Не допускается запрет или ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении,
ввиду отсутствия уведомления, то есть или, например, несоблюдение формы, да, уведомления, или содержания, или сроков подачи. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие уведомлений, то есть вас за это не могут привлекать, например, какой-то там к ответственности, и то, что это не является нарушением на самом деле. Уведомление, согласно закону о мирных собраниях, это предварительное оповещение о планируемом собрании госорганов. То есть вы оповещаете, что вы, если вы уже давно планируете это, и тогда вы можете, например, оповестить органы местного самоуправления, на территории которого вы, например, собираетесь проводить мероприятия, либо разного вида же мероприятий бывают. И уведомление о проведении планируемого мирного собрания не должно, а вы можете в письменной форме отправить не ранее 30-дневного срока или не позднее 2 рабочих дней до дня его проведения. Но здесь тоже возникает вопрос, например, был такой случай, когда организаторы мирного собрания поддержку, группа людей, которые хотели провести мирное собрание в поддержку Арстана Алая, подали уведомление за 1 день до проведения мирного собрания, и потом они собрались около здания Джохорку Кенеша, да, Белого дома, а потом сотрудники органов внутренних дел пришли и зачитали им постановление, решение судьи о том, что здесь нельзя проводить, хотя, по идее, органы местного самоуправления, если был запрет или ограничение именно на той территории, то они должны были в это время, когда уведомление дается, они должны были предупредить организаторов. Это тоже такой вопрос. Уведомление может быть подано в виде письма, либо телеграммы, или можно сообщить по телефону, да, или посредством почтовой, электронной или иной связи, да, которая вам доступна или которой вы, например, пользуетесь. Да. Но уведомление должно включать, там, в принципе, такой нету особой формы, есть только те данные, которые должны быть для того, чтобы органам местного самоуправления было, например, чтобы они знали, это информация об организаторе, то есть здесь, если это организация, то наименование организации, либо если это человек, то есть люди организуют, то фамилия, имя, отчество организатора ответственного, да, и контактные данные, номер телефона, а также информацию о месте проведения или маршруте движения. Например, если это такой митинг, где вы собираетесь, например, стоять и обсуждать, либо, например, выражать свое мнение, то в таком случае говорите место проведения. Если вы собираетесь, например, у вас есть какой-то маршрут, по которому вы должны идти, либо вы должны ехать, или вы должны там устраивать какой-то забег, то вы указываете маршрут движения, дата и время начала, окончания и цели мирного собрания и примерное количество участников собрания. Также для того, чтобы администрация или, например, если это в городе Бишкек, орган местного самоуправления, это мэрия города Бишкек или администрации, да, территориальные, там, Первомайская администрация или там Свердловская, для того, чтобы они знали, необходимо написать об использовании
аппаратуры, либо других предметов при проведении мирного собрания. А, Организатор мирного собрания вправе включать в содержание уведомления другие сведения, которые необходимо, или приложить к нему другие документы. То есть это тоже право организатора. Хочет — включает, хочет — может и не включить, если считает это необходимо. Лица, то есть лица, которые получают лица, которые уведомляют о проведении мирного собрания, вправе также, вот, например, потребовать от госорганов или органов местного самоуправления, чтобы они дали письменное подтверждение получения уведомления. То есть это тоже является очень важным потом для того, чтобы доказывать, да, использовать как доказательство, что вы на самом деле уведомляли органы местного самоуправления. Если есть какая-то информация о том, что проводятся другие мирные собрания, или есть другие какие-то обстоятельства, которые влияют на безопасность граждан, госорганы или мэрия даже вправе предложить изменить дату проведения мирного собрания или место проведения, и также маршрут движения. Но это тоже их право, они могут этого не сделать или сделать, но они не могут вам указывать, да, то есть обязывать изменить дату, место проведения они должны предложить. Также если вы, например, подали уже уведомление, и для того, чтобы участвовать, или для организаторов это, наверное, даже больше, есть правила для участников, да, в первую очередь люди должны понимать, что мирное собрание является ненасильственным и невооруженным. Это означает, что нельзя брать на митинг оружие или другие предметы, которые могут, например, люди могут использовать как оружие. Экстремистские материалы тоже нельзя брать, и атрибутику организаций, которые запрещены в Кыргызстане. У нас в Кыргызстане запрещены более 20 организаций, которые являются, например, продвигают именно насилие или призывают вообще к вооруженным конфликтам или войне. Также рекомендуется не брать с собой стеклянные бутылки, палки, все, что ножи, либо все, что может возможно как использовать для того, чтобы кого-то бить, либо как оружие, тоже нельзя. Нежелательно брать у чужих людей плакаты с лозунгами, с которыми люди не согласны, да, участники не согласны, а также не рекомендуется брать любые вещи, не принадлежащие участникам. То есть если вы, например, увидели, то лучше не стоит их брать. Также на мирном собрании нельзя выкрикивать призывы к насилию, свержению к власти, а также лозунги запрещенных в Кыргызстане организаций, как я уже до этого говорила. Очень пример такого собрания, который, например, был, это у нас очень много раз людей задерживали, именно привлекали к уголовной ответственности именно по этим статьям. Да? Если вы помните, то в 2017 году, когда были президентские выборы, одного из кандидатов обвинили и привлекали к уголовной ответственности за именно за то, что он призывал к насилию и призывал к межрегиональной розни, и за это его потом уже в дальнейшем
против него возбудили уголовное дело. То есть это тоже является опасным, и в связи с этим вообще нельзя кричать и призывать к насилию и свершению власти. Это тоже очень часто властями используется. Тоже были примеры, когда, например, политики, депутаты, даже бывшие, выходили на митинг и призывали взять, например, Белый дом, и потом тоже на них возбуждались уголовные дела и привлекались уже к уголовной ответственности, получали наказание. Так что такие кейсы у нас очень часто происходят, и это тоже используется властями для того, чтобы привлекать организаторов. Также участникам мирного собрания запрещается употреблять, ну, это рекомендуется и запрещается употреблять алкоголь, наркотические средства или другие психотропные вещества. За употребление сотрудник милиции может составить протокол и оштрафовать. А штраф у нас третьей категории – это уже более 5500 сомов. Также это, наверное, уже в следующий раз Евгения расскажет об ответственности, да, когда в каких случаях вообще сотрудники милиции могут привлекать к ответственности, да, за нарушение. Если вот, например, сказать, то они могут привлекать за нарушение организации мирного собрания, да, либо за неповиновение. В основном сотрудники милиции, составляют протоколы именно по статье неповиновение представителям власти. То есть когда условно сотрудник милиции хочет у вас, например, у вас спрашивает или вас просит покинуть это собрание, или пытается выяснить ваши личные данные, то или вы, например, начинаете с ним ругаться, либо говорить, что вы не уйдете, то в таком случае они могут, это в идеальном варианте, могут, например, на месте составить протокол о нарушении и оштрафовать вас. Это, конечно, в идеальном варианте, не как было 8 марта, когда они, даже не попытавшись выяснить личность каждого человека, да, каждого участника, то они начали задерживать и именно не задерживать, направлять в органы, в здание внутренних дел для того, чтобы выяснить личность участников мирного марша. На самом деле в той ситуации, которая произошла 8 марта, органы внутренних дел нарушили свою основную обязанность, которая есть согласно закону о мирных собраниях и согласно закону об органах внутренних дел, это обеспечить безопасность граждан, да, которые собрались на мирный митинг, мирное собрание, и они должны были здесь привлекать больше к ответственности именно тех людей, которые пришли и начали нападать на участников мирного собрания. Но этого, к сожалению, не произошло, а произошло совсем все наоборот. Да? Согласно закону о мирных собраниях, также и вообще согласно соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, и, как мы уже до этого говорили, согласно международным стандартам, ограничение или запрет, вообще только могут быть ограничения, да, ограничения могут быть только в соответствии с законом. Ну, закон о мирных собраниях у нас говорит о том, что при каких основаниях можно ограничивать или запрещать, и кто вообще решает вообще вопрос запрета или ограничения.
Решение об ограничении собрания по времени, место проведения или маршруту движения принимается на период действия обстоятельств, когда есть реальная угроза безопасности участников собрания. Да? Если, к примеру, возьмем, например, в городе Бишкек проходит, ну, или комендантский час, либо у нас небезопасно, да, то есть, например, какие еще могут быть примеры? Пример того, что у нас какой-то конфликт, да, между гражданами было, как вот, например, в 2010 году, да. В таких случаях они могут ограничить и только ради безопасности участников самого собрания, то есть граждан, когда есть реальная угроза. А, Либо решение о запрете собрания может быть принято, когда собрание, то есть условно граждане хотят провести собрание, и они уведомляют об этом собрании, и, например, органы власти, да, органы местного самоуправления понимают, что это собрание преследует противоправные цели. Это, например, пропаганда войны, выступление в пользу этнической или расовой или религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, подстрекательство, когда идет подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. Ну, поэтому вопросы у нас очень яркий пример. Это когда в 2018 году, или точно дату, год не помню, когда группа граждан, людей проводили собрание, митинг на площади против жителей, против граждан Китая. То есть они говорили, что китайцы должны выехать из страны, что то есть такого рода было собрание, митинг. На самом деле, ну, этот митинг, он был ограничен, то есть сотрудниками, да, некоторые лица, которые организаторы, были задержаны, но это тоже яркий пример, когда здесь идет уже подстрекательство к вражде или к дискриминации, или выступление в пользу этнической ненависти, да, или там национальности, именно дискриминация именно по национальности или этнической принадлежности человека. Также призывы к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц. Но это основание тоже часто используется для запрета вообще всех собраний, либо, например, когда идет уже, это в основном еще используется именно для того, чтобы остановить уже то собрание, которое уже проводится, для того, чтобы разгонять людей, ну, когда есть уже, ну, с власти предполагают, что сейчас будет нарушение национальной безопасности или общественного порядка, и они начинают, например, разгонять людей. Проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания. Ну, это очень яркий пример, когда сейчас постоянно в последнее время при проведении собраний, мирных собраний, да, и если даже возьмем вторая реакция, по-моему, реакция, когда проводилась, когда проводили 10 марта, 10 марта проводили именно граждане собирались, то в таком случае тоже были люди, которые пытались проводить контрсобрания, либо пытались сорвать мирное собрание. Да. В таком случае, наоборот, сотрудники милиции и вообще органы местного самоуправления должны запрещать проведение таких собраний. Условно возьмем, если в идеальном мире, если, например, 8 марта мы собирались, например, провести мирный марш, еще и, например, рядом собирались бы проводить контрсобрание,
которые срывают, например, мирный марш, да, то в таком случае сотрудники милиции должны были, наоборот, запретить собрание именно тем людям, которые собираются сорвать мирный марш. Вот. Очень часто власти используют, местные администрации используют необоснованные такие основания для того, чтобы ограничить на определенном месте проведение собраний. У нас очень часто мэрия или администрации Первомайской или Свердловской, Октябрьской, Ленинской, неважно, они в основном ограничивают проведение собраний на определенное время, то есть на несколько месяцев и на определенном месте. Это всегда у нас очень большой вопрос возникает, когда в городе Бишкек проводятся саммиты, там, международные встречи или приезд других президентов, глав государств, других государств, то в таком случае у нас обычно органами местного самоуправления подается заявление в суд для того, чтобы ограничить проведение мирных собраний. Но на самом деле мы должны понимать, что мирные собрания никоим образом они не помешают, например, проведению тех же встреч или саммитов, приезду глав государств. Это тоже является не основанием. Но хотя суд часто принимает стороны органов местного самоуправления. К вопросу, кто имеет право запретить или ограничить, согласно закону о мирных собраниях, ограничения и запрет могут поставить, вопрос вообще рассмотреть о запрете или ограничении мирного собрания может только рассматривать судебный орган, суд. Суд вообще у нас очень часто складывается такая практика, что органы местного самоуправления подают заявление в суд в течение 24 часов, и дальше уже суд рассматривает обоснованность и соразмерность запрета или ограничения мирного собрания. Суд, согласно закону, должен рассмотреть в течение 24 часов это заявление, да, а потом уже, если суд примет решение о том, что да, на самом деле запрет обоснованный, ограничение обоснованное, то возможно обжаловать уже в суде второй инстанции, да, уже в городском суде города Бишкек. Вот. Но часто мы должны понимать, что в городе Бишкек мы часто сталкиваемся с тем, что мы должны подавать уведомления. Очень многие организации, когда проводят мирное собрание, то есть планируют уже запланированное собрание, то они всегда уведомляют органы местного самоуправления. А если взять регионы, то в основном мирные собрания, митинги, марши, либо любое другое собрание, они проводятся незапланированно, без уведомления, и это тоже является их правом. Еще есть и в городе Бишкек часто тоже проводятся, например, незапланированные собрания, когда люди хотят выразить свое мнение или привлечь общественное внимание быстро, потому что тот вопрос, к которому они хотят привлечь внимание, она может потерять свою актуальность. Да? Если посмотрим, то это яркий пример тому, это вопрос, касаемый именно недавней случившейся ситуации, да, когда бишкекские феминистские инициативы, да другие вообще граждане обычные, которые хотели выразить свое негодование по поводу насилия, которое произошло в Сузаке, они вышли около Белого дома, да, но это тоже является незапланированным собранием, но она никоим образом не могла запрещаться, потому что
а, не могло запрещаться именно тем, что вы, например, уведомления не подали, либо в этом месте не, например, запрещено и так далее, да. Но хотя милиционеры, сотрудники милиции обосновали свой там запрет или ограничение, возмущение они тем, что сейчас у нас чрезвычайная ситуация, пандемия, что люди без маски, да, но это тоже является, ну, как бы это тоже является таким шатким основанием, которое они использовали. А, у меня все. Если и есть у кого-нибудь вопросы, то я могу ответить. Спасибо, Эльвира. У нас здесь вебинар, и люди не могут подключаться, кроме нас двоих, да, кроме организаторов. Поэтому я думаю, если будут вопросы, может быть, они потом как-то в комментариях нам напишут, и мы им ответим. А так было очень интересно. Большое спасибо, очень познавательно. Я прям прослушала на одном дыхании. Особенно сегодня, мне кажется, это такой очень нужный, полезный был семинар. Спасибо Да, большое. еще хотелось подметить, на самом деле это такая есть тенденция, что у нас есть такая выборность, да, тоже по ограничению мирных собраний, если только не учитывать тогда, когда, например, органы власти запрещают именно проведение в определенное время, в определенной, ну, например, на определенной территории. Если смотреть, то сегодняшнее мирное собрание они разрешили проводить, да, то есть никакого разгона не было, то есть и милиции не было. А вот, например, когда люди решили выразить свое мнение, даже проводить одиночные пикеты, хотя одиночные пикеты у нас не регламентируются законом о мирных собраниях, то есть если вы один стоите и выражаете свое мнение, то никто не имеет права вас ограничивать. Милиционеры приходили и начинали, например, говорить о том, что нельзя здесь проводить, уходите, то есть пандемия и так далее. То есть есть такая выборность, есть у нас социально одобряемые темы, на которые можно говорить открыто, да, на мирном собрании свое мнение, а есть не социально одобряемые вопросы, которые власти стараются запрещать и ограничивать. Это очень тоже плохая тенденция. Вот. Да, кстати, мы сегодня тоже это обсуждали, потому что буквально вот были одиночные пикеты, их разогнали, ну или были попытки, да, разогнать, и через 2 дня, кажется, там же у Белого дома проходили что-то вроде митинга, да, проходило, где было большое количество людей, Мгм. и никто их не разгонял. Мы там тоже присутствовали, опять же, со своими одиночными пикетами, и было очень интересно со стороны наблюдать, как вот за 2 дня, хотя чрезвычайная ситуация не изменилась, все то же самое, да, та же локация, отношение совершенно разное. Ну и как бы сегодня тоже, да, мы видим, что где-то 500-600, либо даже больше человек, я вот не знаю, сколько сегодня было человек, видимо, может быть, количество влияет, может быть, действительно то, что это не феминистская, да, организация. Я не знаю, мы сегодня тоже как раз это обсуждали и очень удивлялись этому. Да, это вот есть просто условно тоже есть одобряемые темы, которые все обсуждают и как бы ну, нужно поддерживать, да, или невозможно как бы ограничивать, или они хотят ограничить, но и они боятся. А есть, например, те ключевые вопросы, которые затрагивают определенное сообщество, да, если даже это Мгм. когда вот проводится марш или например, другие группы, если даже вот возьмем религиозные группы, да, у нас была тема, когда у нас был кейс, когда защищали именно женщин, которые выступали за Арслан Алаев, чтобы против него не возбуждали уголовное дело, а их разогнали. То есть, видите, тоже выборочно, и это очень, с одной стороны, плохо, и нужно стараться добиваться
проводить по-любому те марши, мероприятия, открытые, публичные, и выражать свое мнение таким образом, потому что власти уже наконец-то привыкли, что ну, мы тоже имеем право проводить, то есть у нас имеет место и разным мнением, взглядам, да, мы можем их выражать таким образом. Спасибо Спасибо большое. большое. Спасибо вам, Гуляим. Надеюсь, вам было интересно. Да. Мы Спасибо. это еще выложим на нашей страничке. Мгм. Так что те, кто сегодня не посмотрели или хотят пересмотреть или поделиться с кем-то, смогут сделать это с наших социальных сетей. Тогда я закрываю, да? Да, хорошо. До Окошко. свидания. Спасибо большое. До свидания.